для обсуждения вопроса, связанного с реализацией инвестпрограммы 2022. Руководство Абхазии неоднократно обращалось в Российскую Федерацию с тем, чтобы в следующей инвестпрограмме 22-25 увеличить объемы финансирования. Наша экономика в этом остро нуждается. Наши обращения, они обоснованы и понятны. Для того, чтобы в этом вопросе иметь понимание российской стороны, мы должны продемонстрировать нашим коллегам умение эффективно, грамотно и в сжатые сроки осваивать эти финансовые средства. Вот вокруг этого я хотел бы сегодня построить разговор. Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 3 года составляет 4 миллиарда 10 миллионов рублей. С разбивкой по годам в 2020 году 1 миллиард 310 миллионов рублей, в 2021 и в 2022 году 1 миллиард 350 миллионов рублей. Начну с реализации мероприятий в дорожной инфраструктуре. По дорожной инфраструктуре у нас работает две подрядные организации. Это дорожно-строительный комбинат и общество с ограниченной ответственностью «Абхазрегионстрой». Дорожно-строительный комбинат реализовывает 12 мероприятий на общую сумму 331 миллион 865 тысяч рублей, из которых 6 мероприятий – АЦ Абгархук, Гумиста, улица Ишерская, город Пицунда, центральная трасса, поселок Цандриб, улица Октябрьская и капитальный ремонт мостового перехода через реку Восточная Гумиста реализованы в полном объеме на сумму 281 миллион 268 тысяч рублей, профинансированы на 100%. Одно мероприятие, село Джандара, завершено, готовится ввод в эксплуатацию. Лимит финансирования мероприятия составляет 19 миллионов 368 тысяч рублей. По 5 мероприятиям, это город Гудаута, улица Джанба, город Гудаута, улица Ейская, Гудаута, улица Харазия, Гудаута, улица Лакоба и Гудаута, улица Габечи, лимит финансирования составляет 31 миллион рублей. По данным мероприятиям у нас сметная документация находится на корректировке и на повторной экспертизе в связи с значительным увеличением стоимости строительных материалов, а в данном случае стоимости битума в 2021 году. Если у нас в сметной документации стоимость битума составляет 12,5 тысяч рублей, то по факту сегодня самый дешевый поставщик поставляет битум за 37 тысяч рублей. Поэтому в связи с невозможностью реализации мероприятий с такой низкой стоимостью битума было принято решение о корректировке сметной документации и прохождении повторной экспертизы. По второй организации, это общество с ограниченной ответственностью «Абхазрегионстрой», это второй асфальтный завод наш, они реализовывают 26 мероприятий на общую сумму 269 миллионов рублей, из которых 12 мероприятий – это село Мерхиол, военно-сухумская дорога, село Мачара, Черниговка, Гулирипша, улица Ботаническая, Дранда, улица Званва, Тамыш, улица Братьев-Зантария, село Бабышира, улица Бабыширская, 5-я Бабыширская, улица Кварас, Дранда, улица Верхняя, улица Курченко, улица Победы, площадь Конституции и совхоз Бигвава завершены и введены в эксплуатацию на сумму 151 миллион рублей. 3 мероприятия. Это Кварчал, улица Островского, поселок Агудзера, Багва-Богатырь, Гулирипш, улица Кольцевая завершены и готовится акт ввода в эксплуатацию. По 11 мероприятиям. Это село Миркула, поселок Мачара, улица Морская, поселок Мачара, улица Заречная, Мачара, Мясникова, Сухумский район, улица Денуара, Асланзе, Сухумский район, улица Адама Ходе, поселок Агудзера, улица Курчатова, Агудзера, съезд на Курчатова, Агудзера, улица Курортная, село Мок. Лимит финансирования составляет 101 миллион 458 тысяч рублей. Данные мероприятия, сметная документация по данным мероприятиям также отправлена на повторную экспертизу по той же причине в связи с резким увеличением стоимости битума.
невозможно реализовать мероприятие по существующим ценам 2020 года. И тем не менее, пока документация находится на повторной экспертизе, подрядные организации выполняются работы за свои собственные средства. Поселок Маджара, Морская, Маджара, Заречная, Агудзера, улица Курчатова, Агудзера, Съездная, Курчатова и Агудзера, улица Курортная. Работы выполнены, мы их будем оплачивать после того, как получим сметную документацию с экспертным заключением. Перейду к городским службам. У нас в городе Сухум реализовываются по дорожной инфраструктуре 3 мероприятия. Это улица Абазинская, улица Гулия и улица Джонуа. Немного хотел бы остановиться на этих улицах и пояснить задержку работ по данным объектам. Изначально в инвестиционную программу не вошли ливневые коллекторы, которые необходимо было заменить и отреставрировать на этих улицах в связи с частыми подтоплениями. То есть канализацию, водопровод на улицах поменяли, а ливневки не были предусмотрены. Мы изыскали средства за счет экономии средств на других объектах, включили данные мероприятия в инвестиционную программу и продолжили работы. Подрядчиками на этих объектах являются у нас МУП ДРСУ администрации города Сухум и МУП «Водоканал». Сметная документация по данным объектам также находится на корректировке и на прохождении повторной экспертизы в связи с увеличением сметной стоимости. Но, несмотря на это, подрядные организации работы не останавливают. На улице Абазинской работы выполнены на 90%, на улице Джонуа и улице Гулия работы выполнены порядка 80%. Как только мы получим документы с экспертизы, мы сразу будем подписывать акты выполненных работ и оплачивать подрядным организациям выполненные работы. Перейду к разделу модернизации электрических подстанций и распределительных сетей. У нас данные мероприятия выполняются силами 2 организаций. Это РУП «Черноморэнерго» и МУП «Сухумское управление электросетей». РУП «Черноморэнерго» реализовывает 7 мероприятий на общую сумму 970 миллионов 750 тысяч рублей, из которых 3 мероприятия завершены и введены в эксплуатацию. Это такие как распредсети в Ачимчирском районе, распределительные сети электроснабжения в Творчальском районе и в Гагарском районе. Осуществлена поставка оборудования и материалов для ремонта ВЛ-220 Ачагвара на сумму 108 миллионов рублей. Профинансировано на данный момент 82 миллиона рублей, остаток средств 26 миллионов рублей невозможно профинансировать в этом году в связи с тем, что эти средства заложены в лимите 2022 года. По 2 мероприятиям ПС Сухум-1 и ПС Гудаута работы завершены, объекты введены в эксплуатацию на общую сумму 299 миллионов рублей. Однако с произошедшим пожаром на подстанции Ачимчира-Тяга Черноморэнерго вынуждено было демонтировать часть оборудования с подстанции Сухум-1 и с ПС Гудаута для того, чтобы восстановить подстанцию Ачимчира-Тяга и возобновить электроснабжение района. В связи с чем мы не можем проплатить остатки средств в размере 7 миллионов и 13 миллионов рублей по данным мероприятиям, пока Черноморэнерго не закупит оборудование на Ачимчира-Тяга и не вернет оборудование, которое было куплено в рамках инвестиционной программы, приобретено в рамках инвестиционной программы на ПС Сухум-1 и на ПС Гудаута. То есть размер неосвоенных средств по данным мероприятиям составляет 20 миллионов рублей и фактически будет освоен после реализации мероприятий, о которых я сказал выше. По мероприятию реконструкция ПС-220 киловольт Бзыбь. Лимит финансирования составляет 543 миллиона рублей. Мероприятие предполагает полную модернизацию подстанции с мощностью 125 мегаватт на сегодняшний день. Увеличивается мощность подстанции до 250 мегаватт. На сегодняшний день оплачен аванс на трансформатор мощностью 125 мегаватт. Заказан, ожидается отгрузка трансформатора 7 ноября с завода.
Также закуплена и поставлена на склад Черноморэнерго релейная защита и автоматика. После того, как подрядчик выполнит работы по сбору модульного здания, все это оборудование будет смонтировано и введено в эксплуатацию. На территории подстанции ведутся работы для монтажа вышеуказанного оборудования. Следующий объект выполняет МУП Сухумское управление электросетей. Это распределительные сети энергоснабжения в городе Сухум. На текущий момент фактическое выполнение составляет 33 миллиона рублей с учетом ранее выплаченного аванса 37 миллионов рублей. При этом все необходимые материалы и оборудование приобретены. Задержка выполнения работ связана с высокими нагрузками на линиях передач, невозможностью их перераспределения на момент проведения монтажных работ, а также высокой загруженностью монтажных бригад в связи с аварийностью сетей. Работы ведутся по информации подрядчика, работы будут завершены в течение месяца. Следующий раздел у нас это развитие города Гагры как курортно-туристического центра. 10 мероприятий, из которых 7 являются переходящими из инвестиционной программы 2017-2019. Первый подрядчик по Гагре у нас общество с ограниченной ответственностью «Экогеопроект» реализовывал мероприятие по реконструкции, по реставрации колоннады в городе Гагра. Работы выполнены на общую сумму 17 миллионов рублей, оплаченный объект введен в эксплуатацию. Общество с ограниченной ответственностью «Абхазрегионстрой» реализует мероприятие благоустройства и озеленения территории парка. Сроки реализации конец 2021 года. Работы ведутся. Надеемся, что подрядчик справится с задачей и сдаст объект в конце этого года. Также у нас есть подрядчик Абхазская энергетическая компания, реализовывала мероприятия по энергоснабжению и освещению территории парка. Работы выполнены, подписан акт ввода. Общество с ограниченной ответственностью «Госстандартстрой» реализовывает мероприятия по разводящим сетям водоснабжения в городе Гагра с общим финансированием в 65 миллионов рублей. Лимит финансирования этого года составляет 20 миллионов рублей. Выполнение от лимита финансирования в этом году составит более 120%. То есть план 2021 года будет перевыполнен по данному мероприятию. Кстати, хочу сказать, что по этому мероприятию у нас сметная документация тоже находится на повторной экспертизе в связи с увеличением стоимости строительных материалов. Общество с ограниченной ответственностью «Столица Стройсервис» реализовывает 4 мероприятия на сумму 211 миллионов рублей. Работы на объектах завершены, введены в эксплуатацию и профинансированы на 100%. Это реконструкция канализационных насосных станций в городе Гагра, их 5 всего, и с устройством напорных коллекторов между канализационными станциями. Работы завершены, введены в эксплуатацию. Есть пожелание обслуживающей организации о закупке одного дополнительного насоса, который не вошел ни в проектную, ни в сметную документацию, но есть договоренность с подрядчиком о том, что он за счет собственных средств приобретет этот насос и передаст в Гагрский водоканал. Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Сервис» реализовывает мероприятия очистные сооружения, канализационные очистные сооружения города Гагры. Находятся на территории Пицунды. Эти очистные сооружения будут обслуживать город Гагра и город Пицунда. В данной программе есть такое мероприятие, как напорный коллектор от канализационной станции до очистных сооружений. Это мероприятие тоже реализовывается, закуплено более 1,5 километров напорных труб. Завершение мероприятия в конце 2022 года. Это переходящий объект. По очистным сооружениям ситуация следующая. По инициативе абхазской стороны проектно-сметная документация отправлена на повторное прохождение экспертизы в связи с тем, что проект и смета были составлены в 2016 году. Есть значительное увеличение стоимости. На данный момент этот проект тоже находится на экспертизе. Госкомпания «Апснергылар» реализовывает 7 мероприятий на сумму 318 миллионов рублей. 2 мероприятия завершены и введены в эксплуатацию на сумму 12 миллионов рублей.
Мероприятие «Напорный водовод» диаметром 500 мм из села Гумиста в город Сухум. Подрядчик госкомпания «Абхазстрой». Отставания от графика нет. Сметная стоимость 140 миллионов рублей. Срок окончания мероприятий конец 2021 года. 3 мероприятия. Село Абгархук, второй этап, село Звандрипш, второй этап, и село Мгузурка, второй этап. Это разводящие сети водоснабжения. Также у нас генеральный подрядчик госкомпания «Абхазстрой». Работы ведутся. В селе Абгархук работы выполнены практически на 90%. Несмотря на то, что сметная документация по всем этим мероприятиям также находится на пересчете и на повторной экспертизе, подрядная организация своими силами реализовывает мероприятия, и отставание от графиков по этим селам у нас не наблюдается. МУП «Гудаутский водоканал» у нас реализовывает 3 мероприятия на общую сумму 300 миллионов рублей. 2 мероприятия завершены и введены в эксплуатацию на сумму 270 миллионов рублей. Это и переходящие объекты из старой инвестпрограммы. По мероприятию «Самотечные напорные трубопроводы» стоимость мероприятия 30 миллионов рублей. Работы ведутся. Срок завершения конец 2021 года. МУП «Сухумский водоканал» реализовывает также мероприятие. Это второй напорный водовод из насосной станции в селе Гумиста до улицы Кули Айтгылара. Отставания от графика связаны с тем, что по данным мероприятиям изначально в инвестпрограмме данное мероприятие было разбито на 3 года, но решением абхазской стороны с 2022 года был перенесен в 2021 год весь лимит финансирования. И сейчас окончание сроков работ в конце 2021 года. Мы видим темпы работы и уверены в том, что данное мероприятие будет реализовано в срок. Общество с ограниченной ответственностью «Главстрой» реализует мероприятие на сумму 89 миллионов рублей. Это капитальный ремонт сетей водоотведения города Новый Афон. Данное мероприятие предполагает первый этап реконструкции сетей водоотведения в городе Новый Афон. Вторым этапом в новую программу войдет строительство канализационных насосных станций и строительство коллектора до предполагаемых очистных сооружений в селе Приморское. Также у данного подрядчика сметная документация на пересчете и на повторной экспертизе. Подрядчик ведет работы за счет собственных средств, отставания от графика у него также нет. Лимит финансирования этого года составляет 20 миллионов рублей. Завершение работ планируется в 2022 году. МУП «Водоканал» города Новый Афон реализовывает также мероприятия в городе Новый Афон в системе водоснабжения города Новый Афон. Работы ведутся, уже проложено порядка 1,5 километра водопроводных труб. Лимит финансирования по этому мероприятию разбит также на 2 года. Завершение мероприятия в конце 2022 года. Общество с ограниченной ответственностью «Госстандартстрой» реализовывает мероприятие по строительству водозаборного сооружения в селе Мык, которое будет обеспечивать водой города Чимчира. Работы на объекте ведутся. Начинается строительство 2 резервуаров объемом 500 кубометров. Заказаны насосы, будут глубины скважины в количестве 22 штуки. По госкомпании «Абхазстрой» еще у нас 3 мероприятия. Это строительство Тхварчальской центральной районной больницы, строительство вспомогательных помещений с обустройством ограждения территории Тхварчальской ЦРБ и капитальный ремонт морга в городе Тхварчал. По центральной районной больнице города Тхварчал строительно-монтажные работы выполнены. Ожидается поставка оборудования, которое задержалось в связи с финансовыми проблемами госкомпании. Но сейчас «Абхазстрой» ожидает поставку оборудования, и мы надеемся на то, что до Нового года мы этот объект обязательно сдадим и введем в эксплуатацию. На территории Тхварчальской ЦРБ в рамках данной программы появились новые мероприятия. Это строительство вспомогательных помещений, которые за счет сэкономленных средств инвестиционной программы эти мероприятия были реализованы. Без реализации данных мероприятий невозможно было бы
ввести в эксплуатацию данный объект. По инвестиционной программе 2021 года, по лимиту финансирования 2021 года на сегодняшний день профинансировано порядка 400 миллионов рублей всего, но работ у нас выполнено уже более чем на 600 миллионов рублей. Мы не можем подавать акты выполненных работ в связи с тем, что сметная документация находится на повторной экспертизе. Буквально через 2 недели мы уже должны получить положительные экспертные заключения и начнем экстренно подавать акты выполненных работ. Хотел бы еще остановиться на мероприятиях инвестиционной программы, неосвоенных средствах инвестиционной программы 17-19. Тут их на сумму 97 миллионов рублей. Это первое мероприятие развития автодорожной сети, мероприятие в городе Гагра, улица Адыга. Предполагался капитальный ремонт автомобильной дороги. Но в связи с тем, что по этой дороге проходят ветхие коммуникации, было принято решение остановить работы по укладке асфальта, включить мероприятия по замене коммуникаций в 2021 год, чем мы сейчас и занимаемся. И как только подрядная организация выполнит работы по замене коммуникаций, асфальтный завод уложит асфальт и сдаст объект, который висит как неосвоенный в программе с 2017 года. В неосвоенных у нас также модернизация электрических подстанций и распределительных сетей в городе Гудаута, ПС Гудаута. Как я отмечал ранее, связано это с тем, что часть оборудования из Гудаутской подстанции была вывезена в Ачимчиру, на подстанцию Ачимчира-Тяга, для того, чтобы ликвидировать последствия аварии. До того момента, пока Черноморэнерго не вернет оборудование на ПС Гудаута, мы не сможем оплатить, и 7 миллионов будут висеть у нас в рамках неосвоения. Также у нас по Сухумской подстанции, ПС Сухум-1, 13 миллионов рублей будет выплачено только тогда, когда мы вернем оборудование на место. Есть мероприятия, по которым работы выполнены уже более чем год назад, но они не профинансированы до сих пор. Это водоснабжение в селе Абгархук, водопровод от Куланырха до села Абгархук, там порядка 850 тысяч рублей мы не можем проплатить подрядчику, потому что ждем реализации второго этапа, это капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения. Ну, так решила Российская Федерация, что мы эти средства не будем проплачивать, то есть объект был разбит на 2 этапа, первый этап и второй этап. Первый этап реализован, они говорят, что оплачен будет после реализации второго этапа. Также 4,5 миллиона почти по Гудзурху будет проплачен этот лимит после того, как второй этап будет реализован. По ряду объектов хотел бы сказать следующее. Есть мероприятия, по которым спущены авансы в размере 7, 8 и 10% от сметной стоимости. Это очень сильно усложняет работу подрядных организаций в связи с тем, что цены на строительные материалы растут, подрядная организация не может в полном объеме закупить на старте, так скажем, строительные материалы. Связано это с тем, что лимит финансирования разбит по годам и финансирует нас не 30% не от сметной стоимости, а от лимита финансирования. Мы неоднократно обращали на это внимание, просили выплатить дополнительные авансы для того, чтобы подрядчики смогли вовремя приобрести материалы и оборудование. В связи с такой тенденцией, что строительные материалы растут в цене, и в 2021 году вообще был очень резкий скачок, где-то 200, где-то 300% цены выросли. В случае, если этот вопрос будет отрегулирован, ну, на самом деле у нас и работы быстрее пошли бы, и освоение было бы лучше. Лимит финансирования 2021 год 1 миллиард 350 миллионов рублей. Так? Так. На сегодняшний день освоено сколько? На сегодняшний день выплачено авансов и закрыто актами выполненных работ порядка 400 миллионов рублей. Далее мы не можем выплачивать подрядным организациям, это уже длится порядка 3 месяцев
никакие средства в связи с тем, что все подрядные организации подали сметную документацию на корректировку заказчику в связи с увеличением стоимости строительных материалов. Но практически все подрядчики стараются за свой счет работать и не останавливают работу. То есть, как только мы получим документы с экспертизы, с экспертными заключениями, мы подписываем акты выполненных работ, закрываем им эти объемы, которые все это время не реализовывают, и получим порядка 700 миллионов рублей уже выполненных работ. На сегодняшний день 700 миллионов рублей. Да. У нас сегодня 22 октября, правильно? Да. Через 2 месяца и 9 дней заканчивается год. 700 миллионов примерно мы уже выполнили. 1 350 000 000. У нас остается 650 миллионов рублей. 650 миллионов рублей мы отнимаем какую-то сумму, связанную со... Какая сумма? Вот, значит, что у нас там получается? Схема газификации еще 70 миллионов рублей, проектирование 10 и 17, 27 миллионов рублей. 400 миллионов рублей мы до конца года освоим? Значит, уважаемые коллеги, сегодняшняя встреча не предусматривает наказания, там, увольнения, абсолютно нет. Сегодня я решил с вами поговорить для того, чтобы вникнуть в существующие проблемы. Часть проблем, они очевидны, вы их перечисляли в своем выступлении. По какой причине, что нам мешает? Я понимаю таким образом. За это время, в течение 2021 года, существенным образом выросли цены. Это одна причина. Другая причина, в связи с тем, что цены выросли, мы должны пройти переэкспертизу. Это вторая причина. Третья причина состоит в том, что авансовые платежи у нас рассчитываются не со стоимости объекта, а с лимита года. Да? Это же все мешает нашей работе. Кристина Константиновна, что надо сделать для того, чтобы таких препонов у нас не было? Помимо того, что такие препоны, там еще будут и субъективные причины, кто-то обязательно подведет, кто-то, как это обычно бывает, некачественно выполнит свою работу. Программа сверстана на 3 года. Мы на эту тему говорим уже 2-й год. Ничего нового. Что надо сделать для того, чтобы эти препоны устранить? Расскажите мне, что мы должны сделать? Что должен сделать начальник УКСа? Что должен сделать министр? Что должен сделать премьер-министр? Что должен сделать президент для того, чтобы мы эту задачу решили в сжатые сроки? Мы же поставили перед собой задачу просить российскую сторону увеличить объемы финансирования. Пошли они нам навстречу. Сможем мы эти деньги осваивать? Что необходимо нам сделать для этого? Давайте мы об этом сейчас поговорим. Причиной первое обстоятельство – это, безусловно, качество подготовки проектной сметной документации. Как сейчас докладывал начальник УКСа, в течение 2020 и 2021 года нам необходимо было вносить изменения в проектно-сметную документацию, в принципе, не связаны изначально со сметной стоимостью, а с тем, что по ряду объектов, конкретно по видам работ, не была составлена качественная проектно-сметная документация и появились проблемы. Это первый вопрос. Кто составлял проектно-сметную документацию? Много было подрядчиков, в том числе из Российской Федерации, соответственно, Абхазской. У нас есть информация по тем проектам, которые требовали пересмотра, поэтому Управление капитального строительства, безусловно, эти вопросы будут учитывать в рамках новых программ. Потому что уже разработана проектно-сметная документация, в принципе, на всю инвестиционную программу, поэтому, в принципе, мы в рамках новой программы, конечно, это обстоятельство будем учитывать. Второй вопрос, Аслан Георгиевич, это то, что мы с 2020 года перешли на составление проектно-сметной документации по базисно-индексному методу. До этого проектно-сметная документация на реализацию программ формировалась по ресурсному методу с применением коэффициента 1,33.
Данное обстоятельство в значительной степени повлияло на формирование стоимости и ограничило в данном случае управление капитального строительства и подрядчиков по актуализации смет. Речь идет о том, что определенная стоимость формируется на основании базисов с применением индексов, а ресурсный метод позволял формировать сметную стоимость на основании стоимости, которая формируется у поставщиков. А чья была инициатива перейти на такой метод? И зачем это было сделано? Это требование было российской стороны. В Российской Федерации тоже перешли на базисный индексный метод. И в протоколе решения межправкомиссии 2019 года такое требование было предусмотрено. И, соответственно, вся инвестпрограмма периода 2022 была сформирована по новым формам. Так, и что, если все оставить так, как есть, что мы будем иметь на выходе? В этом и заключается вопрос. Если данный метод будет дальше использоваться, у нас постоянно будут возникать проблемы с актуальностью сметной документации в связи с тем, что основные материалы поставляются из Российской Федерации. И в любом случае изменение цен там, оно приведет к тому, что нам необходимо будет пересчитать. Перед российской стороной в рамках межправкомиссии, в рамках ваших встреч когда-либо ставили о том, чтобы перейти обратно на ресурсный метод? Безусловно, Александр Георгиевич, такие обращения были и в 2020 году, в конце 2020 года, и в этом году. В данном случае в Российской Федерации сейчас актуальна данная тема также, потому что, как вы знаете, изменение цен там произошло существенное. Решение, какое будет принято по линии Минстроя России, нам пока неизвестно, но абхазская сторона все-таки будет настаивать на том, что в рамках новой программы мы перешли на ту же форму составления ПСТ, которая применялась ранее. Так в итоге у нас какие-то перспективы есть? Нам в этом отказали или нас слышат? На данный момент нам отказано, хотя нас слышат. Кем нам отказано? Это непосредственно Министерство экономического развития, оно не уполномочено самостоятельно принимать решения, поэтому данный вопрос выносится на уровень правительства. Мы вот с вами неоднократно в Москву выезжали. Вот в этот выезд надо будет этот вопрос отдельно отметить. Давайте я его сам начну озвучивать в нужных кабинетах. Хорошо, если это... Они сами жалеют о том, что перешли. Ну а в чем тогда? Они жалеют, мы жалеем, дело страдает. Что еще должно произойти для того, чтобы от этого отказаться? Бюрократия. Значит, это вы себе отметьте как вопрос номер один. Дальше. По какой причине у нас освоение сегодня такое? Ну, освоение, в принципе, основную причину начальник УКСа отметил, это связано с пересмотром сметной документации, но в структуре неосвоения в данный момент еще присутствуют объекты, которые, в принципе, не могут быть реализованы. Это очистные сооружения, которые планировались в Гагарском районе, они тоже связаны с актуальностью проведения подготовки сметной стоимости и определения фактической стоимости. Кристина Костенко, для того, чтобы мне было понятно, а здесь есть люди, которые в этом разбираются, вот то, что было накоплено, то, что переходит. Сейчас мы на эту тему говорить не будем. Контекст существующего года, 2021 год. 1 миллиард 350 миллионов, сегодня освоение примерно 700 миллионов, плюс там вот это оборудование, что-то за свет и так далее. 450 миллионов рублей мы должны освоить. Сумеем мы их освоить? Это 160 миллионов будет списано в рамках перетока, 180 миллионов, скорее всего, перейдут на 2022 год, потому как экспертиза по очистным сооружениям будет завершена к концу года. Там 2 месяца на переэкспертизу идет, и у нас остался еще один объект, переходящий 17-19 годов, это разработка ПСД по Гуместинскому мосту, остаток 18 миллионов. С таким набором аргументов мы дополнительное финансирование просить у наших коллег не сможем. А тут я никого ни в коем случае пока не критикую, тут стесняться не надо. Должен быть документ, в котором написана аналитика, то, о чем мы сейчас говорим. Этот уровень освоения обусловлен наличием таких-то проблем, в том числе субъективных. Ресурсный метод нужен вместо базисного. Это была ошибка, от этого надо уйти. Проектирование. Мы эту историю можем исправить сами, нет? Значит, правоохранительные органы здесь присутствуют. Все, что мы говорим сейчас здесь, имеет непосредственное отношение к вам. Злоупотреблять ничем не надо, а контролировать ситуацию и отсекать ненужные структуры от этого процесса – это ваша задача в том числе.
Значит, далее. Следующее обстоятельство – это то, что в соответствии с установленным порядком у нас формирование проектно-сметной документации и прохождение экспертизы фактически осуществляется в первом квартале текущего финансового года. То есть в соответствии с установленным порядком вот в 2020-2021 году мы должны были пройти экспертизу к 30 апреля. То есть, соответственно, первый квартал у нас фактически парализован по объемам финансирования и, соответственно, по объемам выполненных работ. Хотя мы из 34 мероприятий 32 в сроки провели, по двум были объективные обстоятельства. Это было связано с пересчетом непосредственно проектно-сметной документации в связи с некачественным ее составлением. Это тоже является одним из важных обстоятельств. То есть фактически раскассирование денег у нас в этом году было осуществлено в июле месяце. После того, как вышло решение сопредседателей по итогам прохождения госэкспертизы и необходимостью корректировки лимитов инвестпрограммы. То есть фактически мы приступили к реализации инвестпрограммы в июле месяце. Здесь же нет ничего для вас нового. Вы этим делом занимаетесь несколько лет, правильно? За это время вы накопили опыт. Вам должно быть ясно и понятно, как сделать работу более эффективной. Но вот мы сформировали программу на 3 года. В этом есть и плюсы, и минусы. Но что это такое, если опережающим темпом идут работы, если строители работают качественно? Почему на этот объект лимиты будущего года нельзя получить? Это же ненормальное явление. Это процедурные вопросы, определенные регламентом взаимодействия между уполномоченными органами по реализации инвестпрограмм. Процедура предусматривает сначала обоснование предложений, прохождение непосредственной экспертизы, определение источников лимитов и экономий, и, соответственно, после того, как данные мероприятия будут скорректированы в рамках решения сопредседателя, только тогда может осуществляться финансирование. Речь идет о процедурных вопросах. Это процедура, которая нам жизнь усложняет или упрощает? На данный момент очень серьезно усложняет, потому что у меня есть возможность сравнить, как это было до, значит, и как это сейчас. От этой процедуры необходимо отказаться, принять процедуру, полезную для нашего организма. Такая процедура нашему организму не подходит. Да, но эта процедура в данном случае может быть изменена не в одностороннем порядке, поэтому мы эти, безусловно, консультации проводим. Это тоже понятно. Да, вот когда нам с тобой задали вопрос, а какое у вас освоение, когда мы были вице-премьером, вот, помнишь, такой вопрос был? Вот в эту поездку надо сказать освоение такое, потому что это такие неполезные, устаревшие, неподходящие нашему организму процедуры. Если мы хотим работать, то мы должны работать таким образом. Если мы хотим создать видимость работы, я в данном случае это адресую тем руководителям, с кем мы контактируем в Российской Федерации, то у нас с этим все нормально. Видимость работы, она имеет место быть. А с работой есть проблемы. Давайте в двустороннем порядке, значит, быстренько все эти вопросы решать. Это не тот случай, когда нам нужно стесняться. У нас мало времени, у нас стоят задачи, которые мы должны решать оперативно и быстро. Если нет понимания, если идет саботаж, давайте вещи будем называть своими именами. Дальше, по авансам, почему мы не можем, тоже по процедуре, да? Вот, соответственно, я это и хотела сейчас обозначить, и одно из главных обстоятельств, безусловно, это порядок финансирования. Значит, в принципе, решениями межправительственной комиссии и постановлением правительства о порядке реализации инвестпрограммы предусмотрено, что авансирование осуществляется в размере 30% по строительно-монтажным работам и в объеме 70% по приобретению, значит, оборудования. Однако по факту финансирование осуществляется не от лимита стоимости, как сказала Агрба, а от лимита года. Более того, есть еще одно обстоятельство, на мой взгляд, это неэффективное планирование мероприятий с периодами связаны. Дело в том, что есть мероприятия, которые, допустим, стоят 50 миллионов рублей, но они разбиты на 2 года. То есть за 2 года существенно может поменяться стоимость и финансовое состояние подрядчика в связи с тем, что авансирование осуществляется от лимита года. Соответственно, выполнив работы на 40%, подрядчик останавливается, мы, соответственно, процедурные вопросы проводим и потом начинаем уже реализовывать второй этап. И это тоже является важным обстоятельством. Хотя в двусторонних наших документах изменение порядка 30-70 не предусмотрено. Но это фактически сложившиеся обстоятельства, связанные с тем, что в предыдущие периоды значит, были выявлены факты отклонения средств непосредственно от целевого назначения. То есть авансы осуществлялись в размере 30 и 70%, однако непосредственно на объекты они не были профинансированы. И таким образом российская сторона в данном случае ввела такие элементы контроля.
Вот нам определили инвестпрограмму 4 миллиарда рублей на 3 года. Исходим из того, что ее параметры финансовые меняться не будут. Как я понимаю, если эти деньги на 4 года распределить, в течение 4 лет существенным образом повышаются цены на все, необходимо проводить повторную экспертизу, проекты, дополнения и так далее. Ну, это же, если даже наши партнеры говорят, вот вам дали столько денег, больше мы вам не даем, целесообразно это побыстрее освоить, и пусть больше не дают, если не дают, потому что нам все время приходится что-то пересогласовывать. Битум вырос, но объект, который можно построить за год, мы его расписываем на 2 года. Ну что это такое? И так сформирована программа, мы, в принципе, этот вопрос поднимали. И, кстати говоря, в рамках корректировок, которые производились за 2 года, мы по некоторым вопросам смогли убедить о переносе сроков, соответственно, по факту освоения. Вот по сути, выжимка сухая, вещи будем называть своими именами. Понятно, что дорожать деньгами, понятно, что мы благодарны всем тем, кто нам помогает. Все ясно. Но для того, чтобы эти деньги не размывать, в течение 3 лет покупательная способность, их реальная стоимость, она существенным образом падает. Это не есть хорошо. От этого надо уйти. Александр Золотинскович, так или не так? Совершенно верно, Руслан Георгиевич. Все эти вопросы, о которых вы говорите сейчас, в прошлом году не единожды были поставлены перед нашими российскими коллегами. Бюрократизация процесса, мелкий менеджмент ни к чему хорошему не приводит. И проекты мы должны делать сами, и экспертизу мы должны проходить здесь, и многое другое. Если это будет какой-то спецобъект, знаний, если наших не хватит для тех или иных мероприятий, мы можем обратиться к сторонней проектной организации. Мы сами проектировали, у нас очень хорошие проектировщики были, была и есть молодежь, ей нужно доверять, ей нужно расти. А если мы будем делать проекты не здесь, экспертизу не здесь, будет то же самое, то, что происходит сегодня. Значит, во вторник на встрече, какие бы вопросы мы там не обсуждали, отдельно, на понятном языке, конкретно, четко эти вопросы вы поднимете. Валерий Иванович, это очень важно. Потом мы столкнемся с тем, что мы пробьем деньги мы не освоим. И откатимся туда, где были. На этом все закончится. Такая работа устроить стороны не может. Ну, если это не понимают руководители среднего звена в Российской Федерации, слава Богу, там есть руководители, которые это поймут. До них это надо донести. Без воды, без лишнего, на примерах. Александр Георгиевич, можно пример? Да. Хворчальская больница. Кристина Константиновна, скажите, что происходит там, происходило и происходит? Почему мы дошли до сегодняшнего дня? Объект Хворчальская больницы действительно проблемный. Там несколько причин тому. Значит, первая причина – это то, что по факту, значит, объем финансирования, который был осуществлен в рамках предыдущей программы, соответственно, потом уже выполнение на тот момент, когда мы приняли объект, имелся значительный разрыв между финансированием и фактически. Сейчас я сейчас скажу. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство – это то, что проектно-сметная документация была составлена некачественно. Основные вещи, которые должны были бы обеспечивать нормальное функционирование объекта, изначально в проекте не были предусмотрены. Российская организация. Об этом знают наши российские друзья? Почему мы на эту тему не говорим постоянно? А чем отличается такая проектная организация российская от нашей нерадивой абхазской проектной организации? Чем она отличается? Ну, по итогам оказалось, по большому счету, возможно, ничего. Надо говорить, сидеть и молчать по этому поводу не надо, громко, конкретно. Если проектируются лестничные пролеты без перил, если больница проектируется без важнейших составляющих, которые являются основой функционирования больницы. Значит, наберете факты такого рода проектных работ со стороны российских компаний. Это будет аргумент для того, чтобы проектирование вернуть сюда. Те люди, которые принимали решение о том, что проектировщики будут в России,
у них была своя аргументация, у вас должна быть контраргументация. На таких примерах. Аслан Георгиевич, но тут есть одно обстоятельство, это не было обязательным, это был выбор заказчика. В данном случае обязательства по привлечению в обязательном порядке подрядчиков не резидентов Абхазии, так обстоятельства не складывались. Это был выбор заказчика в данный момент. Нам сложно понять, почему такое было решение принято, но это не требование. А сейчас такое требование есть? Нет, такого требования не было и нет. Просто в данный момент мы реализуем программу, которая формировалась, и проектно-сметная документация формировалась в предыдущий период. Вот эти вещи, Кристина Константиновна, не для того, чтобы кого-то критиковать, абсолютно нет, уж тем более не наших друзей российских. Просто надо все это вытащить наружу и показать, что это является препятствием в наших взаимоотношениях, в наших совместных экономических, очень важных для населения Абхазии проектах. Этого быть не должно. Могу просто сказать для сравнения, Аслан Георгиевич, в прошлые периоды абхазская сторона реализовывала в год достаточно большое количество мероприятий на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей. И причем объекты сдавались строго по графику, день в день. То есть у нас такая практика, она была. Наверное, были обстоятельства, которые привели к тому, что на данный момент так усложнена процедура. Но мы надеемся, что коллеги нас, конечно, в этом вопросе поймут. И в рамках новой программы мы, безусловно, должны будем эту схему менять. Потому что иначе даже те объемы, которые сейчас есть, мы достаточно тяжело эти этапы проходим. Слишком много процедурных вопросов. Мы обозначили все проблемы, которые нам мешают для того, чтобы эффективно и быстро работать в этом направлении. Их там 4 или 5, да? Вот отдельно их выпишите, свою аргументацию подготовите, и будем на эту тему говорить в Москве. И будете ходить там по кабинетам, по министерствам и добиваться решения данных вопросов. Потому что при таком положении дел никакого роста быть не может. Его не будет просто. Мы все заволокитим. Бухгалтерии развелось очень много, как в анекдоте, а результат такой же. А бухгалтерии очень много. Речь идет также о том, что процедура финансирования выполненных работ также осуществляется достаточно сложно. Это связано с тем, что фактически все акты выполненных работ, а они могут быть на сумму и 3000 рублей, и 150, и 10 миллионов, и они согласовываются, соответственно, также уполномоченными органами. То есть раньше, когда реализовывались программы, у нас уполномоченный орган, государственный заказчик, сам определял объемы выполненных работ, и это был уровень ответственности, соответственно, госзаказчика. На данный момент мы акты выполненных работ направляем предварительно на согласование, они оцениваются, только потом подтверждается заявка на финансирование. Это тоже определенный процедурный вопрос, который требует времени и согласования. А раньше это была компетенция и абсолютно ответственность абхазской стороны. И на уровне подготовки ПСД, и на уровне прохождения государственной экспертизы, и на уровне выполнения работ, соответственно, по сокрываемым формам КС-2 и КС-3. Освоение будет совершенно другим, и не будет никаких отставаний. И будет другое качество. И не будем загонять подрядные организации в долговую яму. Это можно решить. Я это называю, повторяю еще раз, пусть никто не сердится, мелким, необоснованным менеджментом. Он здесь ни к чему. Если мы будем идти по этой дороге, то никакого роста в строительной сфере кадров не будет. Вот руководитель УКСа назвал 500 человек. На эти времена было 1500. Если так будет продолжаться, завтра будет 300, потому что объемы будут уменьшаться. Процедурные вопросы надо убрать, естественно, соблюдая все нормы. Значительная часть, большинство подрядчиков, которые присутствуют в этом зале, это заслуженные, умеющие делать дело строители. Но эти слова подрядчики не должны воспринимать как возможность делать как хотите и что хотите. Над вами будет висеть правовой меч. Это чтобы было понятно, уважаемые строители. И, конечно же, мы вас будем поощрять за качественную и в срок выполненную работу. Но проверка будет на других условиях. Просто ничего не получится. Если мы просим, с одной стороны, убрать вот эти препоны, они тоже были введены, видимо, якобы как препоны, которые будут помогать процессу, да? Там
контроль и так далее, все это не сработало. Меры контроля мы тоже должны увеличить со своей стороны. Картина должна быть для тех, кто нас финансирует, для российской стороны открытой и понятной. Вот это надо продумать должным образом. Это несложно, Аслан Георгиевич. В управлении капитального строительства всегда была служба технического надзора. Это были грамотные, профессиональные строители, которые могли вовремя остановить проблему, подсказать. И технадзор всегда помогал подрядчикам. Эту систему нужно поднять на другой уровень, ужесточить требования к ним. И все будет по-другому. Не так, как сейчас. Ваши замечания мы принимаем, они абсолютно правильные. Но причина случившегося не сегодня, это было вчера. Это было неправильное проектирование, отсутствие контроля в работе и многое другое. В наших абхазских условиях это можно избежать легко. У нас на самом деле, я с вами согласен, есть отличные строители старшего поколения, и среднего поколения, и молодежи здесь много сидит. Им только нужно помочь, вовремя финансировать, осуществлять правильную приемку, контролировать, ну и так далее. Тогда не будет проблем ни в Ачамчирах с детским садиком, ни в Афоне с детским садиком, ни с другими объектами. Ну что, мы лишили Тхварчал на год с лишним больницы. Эта больница давно должна была работать, тем более сейчас, в этот ковидный период. А мы еще думаем, сможем ли к концу года ввести ее в строй или нет. Или те же садики. А в плане перевода денег банковская составляющая нормальная? Там задержки есть? Все вытекает из одних условий, не только формирования проектно-сметной документации, условиях, в том числе и условиях финансового обеспечения проекта. Средства на каждое мероприятие, инвестпрограммы согласовывается с тем же самым уполномоченным органом, даже после того, как есть одобрение на него, даже после того, как деньги переведены в Республику Абхазия. Мы получаем согласие от уполномоченного органа Министерства экономического развития и даем добро на выпуск этих средств для достижения цели. Эта мера была введена в 2018 году с целью повышения, так полагаю, контроля за использованием средств финансовой помощи России. Откровенно скажу, это таких особых неудобств не составляет, потому что это практически день в день происходит. Но правила такие существуют. Я хотел бы, пользуясь случаем, еще раз донести до наших телезрителей, насколько это важно. Речь идет в основном преимущественно, в данном случае, даже в рамках этой инвестпрограммы, о инфраструктурных объектах. Это очень важно для развития нашей экономики. Это не проходное какое-то совещание, не то чтобы там посидели, поговорили. Это тот процесс, которым я буду интересоваться, процесс, который я буду лично контролировать. И я хотел бы иметь большое количество поводов для того, чтобы поощрить руководителей подрядных организаций, руководителей ведомств. И именно поводов для поощрения. С этого мы начнем. Значит, все остальное будут усилены меры контроля со стороны правоохранительных органов. Таких прецедентов, как это было ранее в Министерстве по репатриации, в Абхазавтодоре и в других, лучше этого не делать. Какую-то страницу мы перевернули, не надо делать так, чтобы мы вернулись туда. Контрольные органы научились уже работать. Есть сметная документация, есть прибыль в рамках сметной документации. Я правильно понимаю, да? В рамках этой прибыли надо служить Родине. Все будет под контролем, предупреждаю. Вот эти вот компании, которые были, через которые отмывались по 2-3 миллиарда рублей, через банковские сферы проходили. Лучше эти истории забыть, уважаемые строители, чтобы мы продолжали наш разговор в этой аудитории, а не в других местах. И чтобы не было примеров, когда строительная организация получает в работу 1 100 000 000 рублей, а заканчивает с убытком в 58. Да, при таких примерах строительная организация руководство закончит уголовным делом и реальным сроком.
Это как бы я вынужден вас проинформировать. Хотя мы начали разговор с того, что мы хотим поощрить и представлять. Вот в этом году ни один указ, почти, я не помню, чтобы я подписал указ о присвоении кому-то звания заслуженного строителя. А вот хотелось бы, чтобы такие указы были. Поэтому благодарю всех за внимание. До следующей встречи.